Работы по замене старого водопровода на улице Школьная начались несколько дней назад. Специалисты уже вырыли траншею для укладки новой сети общей протяженностью 500 метров. Замена старой была необходима из-за ее ветхости. Частые порывы и аварии, и как следствие зачастившиеся на этом участке ремонты. Отсюда и жалобы местных жителей. Харен Тачиев живет на этой улице давно. Водопровод, со слов мужчины, здесь проложили в 2007 году, но труба не соответствовала нормативным и проектным требованиям, а потому, как следствие, в скором времени начались проблемы. Сгоныш колено шамаш айени специалист шабяхч паяттеш бохабе бозбухар саншиндинада дтоё. Исправить ситуацию и положить конец проблемам местных жителей взялся единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения Ингушетии. Ремонт проходит в рамках производственной программы замена ветхих сетей по Республике Ингушетия. Земные работы проведены, траншея раскопана, протяженность 500 метров. Сейчас готовится укладка пластиковой трубы. Там соответствующие установки задвижки со всеми этими вытекающими отсюда. Вот. Работу проводят собственными силами за счет сборов платежей абонентов. Если бы, например, увеличились бы сборы и платежи от населения, то и работа могли бы сделать еще больше. Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения в регионе заработал с прошлого года. По итогам совместной работы муниципальных образований и Министерства энергетики и ЖКХ произвели инвентаризацию всех водопроводных сетей. У нас есть еще планы в дальнейшем. На этой неделе мы отправили около 700 метров трубопровода для города Назрань-Назрановского района. Малгобекский район, вот эти вот 500 метров сейчас прокладывается. Также до конца этой недели мы туда отправим еще 0,5 километра, также для замены. В общем, с начала нашей деятельности мы заменили ветхий трубопровод свыше 8 километров. Планы у нас до конца 2024 года еще есть заменить около 3, а возможно и 4 километра трубопровода. Создание единого оператора позволило сократить расходы на восстановление и обслуживание. Ведомство теперь может работать на нескольких самых проблемных участках одновременно. Однако нужно понимать, что работа по производственной программе имеет свои нюансы. Вся вот эта закладка замен ветхих сетей, это предусматривается то, что так как мы хозрасчетное предприятие, мы должны собрать сбор платежей за поставленную воду и делать эту работу. Также планируется модернизация системы водоснабжения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода». Власти поставили задачу перед единым оператором увеличить мощность добычи воды в Васинском водозаборе на 100 тысяч кубометров в сутки до 2027 года. Вот у нас в Малгобекском районе в основном каждый год, особенно в Седах и Нырках, 2-й микрорайон, водоснабжение было в разы лучше, чем нежели предыдущие года. Особенно 2-й микрорайон, мы последние 1,5-2 месяца, я бы сказал, вот дошли до того, что у нас стабильно людям имеется вода. Также в Седах и Нырки бывают, конечно, связанные с ветхостью системы трубопровода перебои. Но, однако, водоснабжение, конечно, прилично лучше. Также я хотел бы сказать работу, которую мы проделали вот за этот летний период, касаемо улучшения водоснабжения, например, сельского поселения Южное. Также Вознесеновка. Мы построили мини-насосную станцию, которая позволяет нам при ветхой системе нашей магистральной линии, тем не менее, качать воду туда, можно сказать, круглосуточно. В общем, планов и целей немало. Вопросы, касающиеся водоснабжения, стоят на личном контроле Махмуда Али Калиматова. Глава региона оперативно реагирует на все возникающие ситуации с дефицитом водного ресурса в республике. Хава Гагиева, Мулатгирия Хильгов, Магаз 24.